Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Но причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Не сказать, что в детстве я мечтала стать космонавтом, но космос любила, энциклопедиями зачитывалась. И вот к своим годам наконец-то заимела почти что скафандр, а путешествие у меня в новую, неизведанную вселенную. А как я здесь оказалась, вы узнаете чуть позже. Это проект «Мегасело», и мы в Белорецком районе. Но вот кто скажет, что этому проворно скачущему по деревьям мужчине почти 50 лет? То ли энтузиазм, то ли целебный бортевой мед окрыляет Азамата Загидуллина. Бортевик в прошлом сотрудник полиции, сейчас тоже следит за порядком, но уже в пчелиных домах. Азамат, ну какие вообще основные инструменты у пчеловода-бортевика? Это вот лянги, кирен, ведро для меда, другие инструменты, там элементарно топор нужен. Это все надо нести на себе, а борти раскиданы по всему лесу. Это ремесло для молодых, потому что борти расположены на высоте от 5 метров и выше. Вот я первое время, когда старые борти проверял, которые у нас еще от наших прадедов остались, самая высокая борт была на высоте 11 метров. Я когда сам начинал заниматься, мне было 41 год, сейчас мне 48 лет, и я уже чувствую, что на высоте работать тяжеловато становится. Ну, Азамат, я готова вам помочь. Сегодня будем вместе трудиться. Хорошо. Меня успокаивает, что здесь рядом подушка безопасности. Не так страшно будет лезть наверх. Готово? 50 на 50. Главное, не бойся. Главный твой враг – это твой страх. Ладно. Давай. Так? Да. Назад пути нет. Ну все, Настя, теперь ты можешь считаться самым настоящим пчеловодом-бортевиком. Я пока в раздумьях, стоит ли мне присоединяться к этому действию. Ну, давай просто попробую. Азамат, я иду. Да? Да, Азамат, я уже здесь. Подожди, возможно, тогда. я оставлюсь на нижнем ярусе. За веревку не хватайся, ладно? Конечно. Мне, в принципе, Азамат, мне и здесь нравится. Вся красота Белорецкого района. Но только на расстоянии вытянутой руки мне видно. Сюда бы, конечно, уже надо долезть. Давай Надо попробуем. долезть. А куда ногу дальше ставить? Вот сюда? Да. На эту? Да. Не смогу. Перебрось. И вот на ту ветку стань. Вот так вот? Да. Ёшки! Осторожно. Я боюсь, что я не слезу. Ноги дрожат, но знаете, ради такого, в принципе, можно и рискнуть. Когда еще в жизни я поучаствую вот так вот в рабочем процессе с настоящим пчеловодом-бортевиком? Это самый первый борти Азамата. Желание возродить исконно башкирский промысел появилось еще в детстве. 40 лет он хранил эту идею и воплотил ее, уже выйдя на пенсию. Вот это красота! Азамат, а
Что самое прекрасное вообще вот в вашей профессии, как думаете? Для меня прекрасного в том, что я наблюдаю за жизнью пчел. Это как-то успокаивает, облагораживает, дает стимул для жизни. И второй момент – это когда я осенью снимаю урожай меда. Это самая сладкая ваша работа? Самый сладкий момент моей работы, да. Если не знать, что это такое, можно подумать, что вокруг поле из пеньков. Но это тоже пристанище пчел. Колоды. Таких у Азамата около 400. Ну вот, до этого мы работали с бортями, а теперь подошли к колоде. Колода – это такое же жилище для пчел, только уже вот в таком усеченном виде. Так а чем отличается мед, который на высоте и который на земле? Здесь вот колода делается из сухостоя, из сухаря сосны, а борт рубится на свежерастущем дереве. И поэтому, кстати, вот в этом случае различие во вкусе меда есть. В борте вкуснее? Вкуснее. Чтобы пчелы позволили нам заглянуть в свое жилище, Азамат сначала окуривает их с помощью дымаря. Самый священный момент. Да? Вот это да! Медовое царство. Смотрите, как копошатся маленькие труженицы. А зачем вообще изначально пришли вот к этому ремеслу? Начиная с детства ходил по лесу, видел эти старые борти, уже брошенные, никем не ухоженные. Желание было, но для меня это казалось чем-то таким недостижимым. Как это так? Туда залезть, там это работать, что-то делать. Потом я решил, что надо попробовать. Решил, занялся и получилось. Но для вас это получается своего рода еще сохранение истории и традиций. Во-первых, сохранение нашей башкирской популяции среднерусской породы пчел, потому что идет сильный завез пород других пчел. И наша башкирская пчела, вот, бурзянка, так называемая, среднерусская популяция пчел, она под угрозой исчезновения. К счастью, вот в последнее время уже начали определенные усилия приниматься, законы принимать. И второй момент, я сейчас вот сам начал заниматься рубкой борти. То есть это же колода, а борт на растущем дереве. Для сохранения вот бортевого пчеловодства нам на данный момент еще необходимо развивать именно рубку бортей. Потому что вот эта колода, ну она сколько, лет 10 может прослужить. А вот эти борти, они же по 50 и более лет стоят. Это именно и есть преемственность, это и есть передача вот тех наших ремесел, предков наших в наши дни. И сейчас мы сможем сохранить или нет, это уже от нас зависит. То есть, получается, возможно, когда нас уже с вами на этой земле не будет, эти борти все еще будут работать? Да. Как вы сказали, самая приятная, сладкая часть вашего ремесла. Ну, ради этого стоило постараться. Азамат, это самый вкусный мед, который я пробовала. А почему так люди любят бортевой мед? Потому что тут состав богатый получается. Потому что когда через медогонку мед скачиваешь, там один только сам жидкий мед стекает. А здесь сота, перга, заброс, все, что есть вот в меде, в соту, это все вместе получается. И это все полезно? Да, и все полезно. Получается, это наш самый что ни на есть настоящий башкирский деликатес. Здравствуйте, здравствуйте. 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 И на кого посмотреть мы приехали? На оленей. На оленей. Они не кусаются, поэтому не боимся, ладно? Только посмотрите, сколько радости у современных детей. Говорят, что сегодня их уже ничем не удивить, но северные олени подарили просто счастье, мне кажется, им.
А где Настенька? Где Настенька? Идем фоткайся. Свен, улыбаемся. Многодетный отец, педагог по образованию, мебельщик в прошлом, оленевод в настоящем, волшебник для всех малышей. Все это Тимур Иниев, а мы в его этнопарке «Северные олени». Этих прекрасных животных он нашел за тысячи километров отсюда, в Ямале. Тимур, а как вообще изначально появилась такая необычная идея завести северных оленей? Немножко пожили в Уфе, в городе, да, вот, и переехали обратно в Белорецк. А почему? Семье не понравилось, так скажем, да, немножко скучно, родственников там нету, и переехали, и нужна была какая-то работа вот по душе. Возникла идея, вот, почему бы не попробовать у нас, да, вот, приобрести оленей и где-то на базах туристических катать туристов. Вот. И таким образом вот начали катать. Ну, интерес посетителей нас тоже подтолкнуло к изучению оленей, да, вот северных оленей. У вас здесь вообще целый зоопарк. Собака, олени, котята. Такой животный уголок. Да, есть у нас вот и кошки, и собаки, и олени. А олени вообще сложные сами по себе животные? Это же вот не милый котенок. Да, есть нюансы, конечно. Это кто-то вот дерется, гоняет, хромают, да, вот это. И бывает, болеют иногда, да. Вот. Ну и иногда и корм выбирают. Не все контактные, не все дают себя потрогать, поэтому немножко сложно. Мечта какая у вас? Вот? Вообще в идеале что видите? Чтобы было у меня много оленей, да, и оленята рождались, и люди радовались. Мне это доставляет удовольствие. Ребята, вот в прошлом году Дед Мороз меня назначил самым старшим помощником, да? Вот, он привозит нам волшебную пыльцу, мы на оленей кидаем и взлетаем, подарки развозим. И у нас немножко осталось, я хочу с вами поделиться, да? Вот. Ладошки мне откройте вот так, как я вам насыплю, в кулачок зажимаем и загадываем свое желание, ладно? Заветное. Вот так вот она. Да. А ты что загадала? Ну ладно, секреты не должны знать все. А я хочу, чтобы каждое село было мега-село. Кто загадал желание, да? Сейчас вот на Свена и вот так вздуваем. Все, вздули? Вздули, молодцы. Всё, давайте. Ура! Вот, молодцы, давай. Ко мне поближе, все ко мне. Все, не толкаемся. И кричим дяде в камеру. Дядя в камеру! Нет. И кричим дяде мега-село. Дядя мега-село! Это была репетиция, сейчас прям со всей... 2, 3. Мега-село! Что нужно уставшему путнику? Уютный приют? Кто, как не башкиры, которые вели когда-то кочевой образ жизни, знает, как это организовать лучше всего. Минихан Гайнединов пошел еще дальше, открыв не просто кафе, но и мини-музей, отражающий быт древних башкир-кочевников. И все это прямо на трассе. Здрасте, Минихан Срединович. Здравствуйте, здравствуйте. Это- Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Я попала в какое-то башкирское царство прекрасной красоты. Неожиданно встретить, вот вроде бы дорога, трасса и такое удивительное место. Вот это как бы башкирские наши маленькие юртышко, как раньше башкиры жили, как мы, раньше наши деды, отцы, вот в таких юртах жили. Большая семья. Кстати говоря, про семью. Я смотрю, здесь у вас интересно очень оформлены шажеры. Да, вот шажары это с моей стороны, со стороны отцов. Но я знак уважения со стороны жены тоже шажары сделал, чтобы мои дети знали своих предков. Я, Своих насколько родственников. знаю, вашей жены, к сожалению, уже нету, да? Да, 9 лет, как бы ее нету, но мы продолжаем ее работу. Вот это все ее начинала она делать, это кафе, все хозяйство. Но в дальнейшем мы развивались, ее дела продолжаем, мои дети продолжают, я. А какая изначальная идея была, когда вообще планировали это место? В последнее время, когда люди перестали ездить, трудновато стало за границу,
здесь у нас поток туристов вырос. Они спрашивают, какое у вас национальное блюдо, какие у вас традиции. И в это время у нас возникла идея создать свою, тоже показать культуру, свою еду. Меня очень поражает этот еще уголок, да, такого быта башкирского. Да, это как раньше башкиры жили. Здесь вот они в одном маленьком помещении, в юрте, умещались 8-9 человек. Большие семьями они умещались. И дружно жили. Вот таким маленьком уголке они ели, и там же спали, убирали, все. И дети там же были. Но женская половинка, она отдельная была. Вот это у нас показываем как женская половинка. То есть полностью погружаете человека не только в плане еды, но и в плане культуры и быта, да? Культуры и быта, да. Бывают места, в которых чувствуешь себя как дома. И дело не только в обстановке, но и в атмосфере, которую создают люди. И это как раз такое место – оазис, который совершенно не ожидаешь встретить посреди трассы. Алья, ну безумно красивые виды. Вы, наверное, скорее всего, к этому привыкли уже или все равно тоже будоражит? Будоражит. Первый раз такое держу в руках. Малыш, давайте отпустим его. А нет, в какой руке? Мне кажется, у всех Белорецкий район ассоциируется с горами. И вот на одну из красивейших вершин мы отправляемся. Но верхом на коне. Такие вот авторские конные туры организует наша следующая героиня, которая шумную столицу решила сменить на бескрайние просторы. Трудностей она не боится. Горы – вот ее стихия. Потому никакими подъемами и виражами Алию Халикову не испугаешь. С туризмом свою жизнь она связала давно. Но вот то, что любимое дело подарит и любимого мужа, заставив переехать за сотни километров от дома, она и представить не могла. Но сердцу не прикажешь, а тут еще и двойная влюбленность. И в человека, и в природу. Алья, ну безумно красивые виды. Вы, наверное, скорее всего, к этому привыкли уже или все равно тоже будоражит? Будоражит. Ну, это, наверное, как раз та самая приятная сторона жизни, да, здесь, нет? Да, гармония, тишина и вдали, на самом деле, от суеты. И как вообще сейчас вот туризм здесь, в Белорецком районе? Люди охотно едут? Огромный спрос, огромный поток туристов. Многие хотят попасть в горы. 26-й год, Новый год, новогодние каникулы даже у нас забронированы. Серьезно? Это какие-то дальновидные люди. Вот. 25-й год время. полностью. Январь, февраль, март уже забронирован. Но самое красивое место для вас в Белорецком районе – это где? Ну, для меня, конечно, это наш хребет Майордак. Он для многих туристов еще не изведан. Здесь очень много нераскрученных локаций, диких, нетронутых. Есть места, да, где прям по 30-40 сантиметров мох просто растет на вершинках. Ты ложишься на эту смотровую площадку, и вот как на перине. Вот Ничего себе, такого я вообще никогда не видела. Есть такое. Какой-то релакс-эффект вообще, да, на самом деле? Да. Белорецкий район, я люблю тебя! С мужем у них уже 2 ребенка и 1 детище. Хутор Яндык, прямо у подножия гор южной части Урала. В какую сторону не пойдешь, везде поражающие красотой виды. Потому и было принято решение обосновать туристическую базу здесь и делиться богатством природы с другими. Алия, Андрей, расскажите, как вообще познакомились? В Белорецком районе я приехала в командировку по делам. И первое знакомство было вот как раз с Андреем. Он работал на туристической базе инструктором по конному туризму. Первое же свидание, это, наверное, спустя, может, 2 дня, как я была в Белорецком районе, он меня увел на конную прогулку
довольно-таки протяженную. Если честно, я там и продрогла, и устала. Считай, мышцы-то, хоть я и спортивная была, да, там по горам люблю ходить, но после этой конной прогулки я пришла вот просто полностью вымотанной. Ну, общие интересы были конные походы, прогулки. Интересно было и ей, и мне это было, как бы. Потом все затянулось. Андрей, а вы с лошадьми, получается, с детства знакомы? Ну да, я как бы постоянно в деревне рос, лето проводил. А в деревне у дедушки с бабушкой, а на покосе в селе Сосновка Белорецкого района. Как бы так вот получилось, то, что после 30 лет захотелось тоже пойти в туризм. И какая она жизнь здесь, вдали от больших городов? Прекрасно. Да, я соглашусь с этим, очень гармонично. Я не скажу, что это легко, это очень тяжело содержать это все хозяйство, ухаживать за нашими животными, но моральное удовлетворение получаешь от проделанной работы. Алия, вы иногда задумываетесь, вот, что всего одна встреча так изменила вашу жизнь? Да. Он даже говорит периодически, почему мы раньше не встретились. Успели бы, говорит, да, много бы всего бы, говорит, успели. Но у вас еще есть впереди, я думаю, очень много счастливых лет и время на то, чтобы сделать все это, превратить в идеальное место. Оно сейчас очень уютное. Бескрайние белорецкие леса. Для меня, если честно, это одно из самых красивых в мире мест. И кого только не скрывают кроны деревьев. Медведи, лоси, кабаны, косуля и даже осетр и форель. К появлению последних приложил руку уже человек, а точнее семья Гуляковых. А это их небольшое царство. Вот это осетр. Тоже одно из направлений пробуем. Первый раз такое держу в руках. Малыш, давайте отпустим его на волю. Можно сюда. И вкусное мясо. Мы еще сами таких не пробовали. Да? Да. А, у вас первый сезон, да, получается? Да. Как вообще здесь, в глубине белорецких лесов, появилось вот такое вот хозяйство? Сначала занимались разведением свиней, но в связи с сложившейся ситуацией африканской чумы просили, чтобы перешли на альтернативу. И в Белорецком районе у нас нету рыбы, нехватка. Поэтому решили заняться рыбоводством. Ну это же такое тяжелое достаточно, мне кажется, занятие. Рыба, наверное, привередливая, форель, нет? Ну, заниматься фермерским хозяйством все тяжко. Но учимся. Ну а вам как, нравится новое ваше занятие, новое хозяйство такое? Да, душевные занятия. Приятно даже сесть, понаблюдать, как рыба себя ведет. Машка, 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 Машка. Бегут уже, бегут. Сейчас я вас познакомлю. Запомнить легко. Машка 1, Машка 2, Машка 3. Ну, вы поняли принцип. Эти сестрички-моралы белорецкую прописку получили не так давно, но уже освоились. Машки, 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 Машки. Алтай. Оп, хоп. Какие попрошайки. А нет в какой руке? Сергей, как все-таки вообще появилось желание взять такую ответственность и заняться этими животными? Ну, цель здесь одна, что когда будем заниматься туристами, будет контактный зоопарк, что также люди, приехавшие с детьми, могут зайти пообщаться с животными. Они у нас ручные, Моралы, в принципе, это очень редко, когда они вот такого плана, что они подходят, кушают с рук. Да, на самом деле, меня тоже это очень удивило. Это за счет чего они такое? обычно приучались, сразу растились с этим учетом, что они для контактного зоопарка. Алена, ну это же, получается, идея мужа была, а вам нужно было ее поддержать. Все верно. Я полностью поддерживала, потому что мне эта идея очень понравилась. Угу. На самом деле с ними очень приятно тоже общаться. У каждой свой характер. Да. Каждая по-разному реагирует на человека. Например? Вот сейчас одна не пришла, она допустим, с рук есть не будет, еще начинает передними ногами драться, да, выгонять, уходите.
просто приготовить эту рыбу? У нас есть свой рецепт. Но рецепт прост. Приготовление хорошо, когда мы его приготавливаем вместе, совместно. Получается отлично. Семейная Самое любовь, вкусное, можно да? сказать. Да, такое, все верно. Все, что сейчас мы видим на столе, это наше производство, это наши Удивительные деликатесы. вот деликатесы, вот как раз именно так хотела сказать. Икра, красная рыба, это... Это копченая Копченая форель. форель. А выгодно вообще вот по деньгам этим заниматься? Ну, Или пока еще... пока нарабатываем клиентуру, люди пробуют, но говорят, что очень вкусная рыба. Икра, как бы, точно говорят, что лучше привозной, вкусней. Да? То есть это то, что на новогодних столах? Это вот... без консервантов, это чистая соль и икра. С икрой это целый процесс доения рыбы. То есть это каждую рыбку пропускаешь через свои руки. Ну, то есть нужно очень постараться, да, чтобы эти яства оказались в итоге на столе. Да? Сев, ты тоже в курсе, да, как это делается? Что самое тяжелое для тебя? Для меня самое тяжелое? Не знаю. Он у нас ловил, не подавал, я доил, Алена солил. Вся семья при деле. Да, Да. да. У каждого свое, то есть уже определенные, знаем, кто что делает. Я бы еще с вами пообщалась, но я уже больше не могу, просто этот аромат. Можно ли наконец-то попробовать? Да, давайте будем пробовать. Уже можно. О, ну пахнет просто безумно. Нежнейшее мясо. Вот, пожалуйста, жизнь в деревне. Икру красной ложкой едят. Прекрасно. Сергей, ну здесь у вас как будто такое небольшое царство даже вашей семьи, мне кажется. Да, семейная ферма. Здесь абсолютно ничего не было. Пустое заросшее поле. На данный момент уже проведен свет. Уже стоит несколько домов. Как бы форелевые хозяйства. Поэтому вперед и вперед. Ну, это все вот сейчас, на данный момент, это все было постепенно. Не все это так было просто и легко. Но нам это нравится. Самое главное, мы любим это. И думаю, что у нас и в дальнейшем будет это все также процветать и улучшаться. Дальше будем передавать дело сыновьям. Севе, в частности. Я хочу себе сына, потому что я буду продолжать дело папы. А мой сын будет продолжать мое дело. Ну, мне кажется, это очень мило вообще слышать такие слова от сына Сева. Ты молодец. Ну, спасибо большое. И вот вы, как сказали, что вам это нравится, это даже чувствуется. Я сама чувствую, как вы горите душой и сердцем, болеете за это семейное детище. Да. Ну, а мы вам передаем гостиниц. Вот там рыбка. Деликатес, божечки. Ну, мне как сладкоежке, я даже не знаю, что приятнее. Это прекрасная рыба или все-таки мед. Спасибо большое. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Спасибо. И вам спасибо. Спасибочки. Сева, я тебе желаю побольше. Давай 3 сыновей, как у папы с мамой. Хорошо? Все. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания. Вот такой он Белорецкий район с потрясающей природой и труднодоступными местами. И за этими лесами и горами скрываются настоящие бриллианты. Я сейчас даже не про природу, а про главную драгоценность этой земли – ее людей. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. Айдар, я старалась, откармливала ее и потом собственноручно выловила, чтобы она попала на наш стол. Есть предложение приготовить с нее котлеты. Ого. Домашние, сочные, вкусные. И на гарнир предлагаю использовать просто картофель, вкусненько его сварить, замешать со сливочным маслом, с рыбной котлеткой, с горчичным соусом. Уверен, будет хорошо. Интересная история. Давай попробуем. Да. Ну, начнем с того, что нам нужно сделать фарш. Чтобы получить вкусные котлеты, нам необходимо добавить сюда лук,
который я заранее уже обжарил. Мы используем два вида лука. Это лук-порей и лук репчатый. Затем все это дело, конечно же, подсаливаем. А добавляю немножко жирных сливок. При желании также можно сюда добавить рубленую зелень, например, укроп, да, или кинзу, если кто-то любит. Также можно добавить зернистую горчицу. Ну, я как уже поняла, кухня – это, похоже, место для творчества. Все, фарш готов. Лепим, как обычные котлеты? Лепим, как обычные котлеты, да. Я вот рекомендую сначала разделить их на такие шары, по ощущениям, вот сколько в ладошку влазит, примерно одинаково. Сначала просто на кусочки, а потом каждую индивидуально мы будем формовать. Нельзя играть с едой. Не будем. И каждую нужно будет запанировать таким образом. Просто берем муку с двух сторон, раз-раз, убрали лишнюю муку, вернули на место. Окей? Самое время их обжарить. А жарить мы будем их на смеси растительного и сливочного масел. Тайдар, я заметила, ты часто используешь такой тандем масел. Почему? Да. Во-первых, это вкусно. Вот, потому что если просто сделать на растительном, ну, будет жареное. А когда мы добавляем сливочное, оно дает дополнительную сочность и дополнительный аромат. Потому что когда сливки начинают немножечко подгорать, жариться, они дают такой ореховый привкус, что для котлет рыбных идеально подойдет. Я предлагаю к нашим котлеткам с картошечкой подготовить еще соус из помидоров и зелени. Берем томат. Он у нас уже очищенный без кожи. А мне нравится готовить. Да, удаляем. Когда все очищено. Серединку. А мы будем использовать только сердцевину, да? Мы будем использовать только вот эту часть. Да. Нарезаем все это кубиками. Теперь я тебе дам зелень, ты ее покрошишь. Хорошо? Справимся. Добавляем зеленый лук, кинзу и свежий укроп. Заправляем все это дело солью, сахаром и оливковым маслом. Ну и тут, конечно, включается мастер по перемешиванию. Так, картофель у нас готов. Мы его заправляем сливочным маслом и добавляем щепоточку соли, чтобы у нас было вкусненько. Остается приготовить горчичный соус. Самый легкий соус в мире. Кладем жирные сливки. Но горчица у нас не классическая, а дижонская. Зернистая. Зернистая. Все. Доводим соус до кипения, подсаливаем, и он у нас готов. Самое приятное – сервировка. Ну и будем считать, что наше блюдо готово. Годится. Мне кажется, это не радужная форель была, а золотая рыбка, которая исполнила мое желание вкусно поесть. Прекрасно. Приятного аппетита. Пробуйте. Уважаемые дамы и господа, горчичный соус, отварной картофель, локальная рыба, а вернее котлеты из нее и свежий соус из томатов и зелени. Приятного аппетита. Ваши вкусовые сосочки будут в восторге. Однозначно. А если соединить все, и завораживающую природу, и талантливых людей, то получится выступление народного фольклорного ансамбля «Гульназира». Кстати, играют на кубызе. Thank you.